Кубыз – один из древних самобытных струнно-смычковых удмуртских музыкальных инструментов, традиция игры на котором сохранилась вплоть до нашего времени. В данное время кубыз бытует среди удмуртского населения, проживающего на территории Балтасинского района Республики Татарстан и Маритурекского района Республики Марий Эл. Человека, владеющего техникой игры на данном инструменте, называют кубызчи. Деревенский скрипач пользуется неподдельным уважением, его статус достаточно высок. Во время свадебного обряда кубызчи является негласным музыкальным руководителем, что подтверждают слова Михаила Владимировича Тувалова. Молодые, когда первый раз идут на свадьбу, иногда путают, когда петь, а когда я ногой притопнуть. Тогда даешь смычком, учишь. 1-3 раза спутают, затем у них идет песня. Также свадебное гуляние у удмуртов под гармошку либо лайку, но без кубыза, пренебрежительно назывались пунычуан – собачьей свадьбой. В настоящее время нам известны имена следующих кубызчи. Туктаров Туктагул Туктарович. Капаров Александр Николаевич. Картамышев Кузьма Григорьевич. Тувалов Михаил Владимирович. Романов Михаил Ефимович. Захаров Никита Григорьевич. Петров Тихон Игнатьевич. Эшмаков Роман Петрович. Андреев Кузьма Демьянович. Кузнецов Валентин Трофимович. Кубыз традиционно считался мужским инструментом. Навыки игры передавались по мужской линии. Специального курса обучения игры на кубызе не зафиксировано. Однако можно предположить, что обучение происходило в приглядку. Каждая часть кубыза имеет свои традиционные названия, которые представляют особый интерес. В них отражаются антропоморфные, зооморфные и орнитоморфные представления, что является характерным и для других культур. Зооантропоморфизм относится, как известно, к архаичному феномену инструментальной культуры. Кроме этого, некоторые названия частей кубыза связаны с элементами женской одежды – фартука. Кубыз-дир. Буквальный перевод – головка кубыза, а именно завиток и колковая коробка. Черты. Буквальный перевод – шея, шейка инструмента. Айшет. Фартук, гриф. Атас, атас-пыки. Буквальный перевод – петух или петушиный гребень, подставка. Улынашет. Нижняя часть фартука, струнодержатель. Ашет-кутон. Пояс, пуговица. Бам, лицо, верхняя дека. Щер. Задняя или обратная часть, нижняя дека. Пыкет. Подставка, дужка. Позертет. Колышек или колок. Векчидес. Тонкая, первая струна верхняя. Шор. Средняя, вторая струна. Бозо. Большая или третья струна нижняя. Као – веревка, с помощью которой кубыз придерживается на запястье при игре стоя. Кускан. Смычок.
В настоящее время наблюдается всплеск интереса к данному инструменту у современных мастеров. Существует несколько отличающихся друг от друга конструкций кубыза, которые в свою очередь показывают индивидуальный подход каждого мастера. Миклаш Деметер. Один из первых современных мастеров, изготовивших кубыз. Для изготовления инструмента использовались различные породы дерева, в том числе и не произрастающие на территории Удмуртии. Например, венгерская вишня. Корпус долбленный и изготовлен вручную. Также стоит отметить сравнительно небольшой размер инструмента по сравнению с инструментами других мастеров. Анатолий Васильевич Ишмуратов отмечает. Это изготовленный Миклашем инструмент венгерским мастером. И мне кажется, как-то вот к Венгрии ближе. Мне об этом говорят, что вот что-то венгерское в этом звучании этого инструмента есть. Возможно, да. И причем это говорят люди, которые не знают, что это изготовил венгерский мастер. Говорят, что-то есть венгерское в нем. Ну что, вот видите как. Кузнецов Алексей Анатольевич. Первое знакомство с инструментом произошло в студии традиционного танца Эктон Корка. По конструкции кубыз схож с инструментами Миклаша Деметера, но имеет главное отличие – это увеличенный размер корпуса. Для изготовления инструмента использовались местные породы дерева – клен, липа, ель, дуб и орех. Инструмент долбленный и изготовлен вручную. Ну вот инструмент, изготовленный Кузнецовым Алексеем. Это инструмент сделан из материалов, произрастающих у нас здесь, в Удмуртии. Инструмент сделан из, вот основной корпус это липа, долбленная. Все это произрастало, бегало, проживало на территории Удмуртской республики. То есть инструмент чисто удмуртский, и изготовлен он удмуртским мастером. Алексей Анатольевич также является исполнителем на кубызе. Капустин Сергей Григорьевич. Первое знакомство с инструментом произошло благодаря Сергею Николаевичу Кунгурову. Кубыз был создан по образцам, хранящимся в музее имени Кузибая-Герда, и существенно отличается от инструментов других мастеров. Задняя дека абсолютно плоская, корпус менее глубокий, чем у других инструментов, однако по размерам чуть больше. Шейка с головкой вырезаются отдельно от задней деки. Если говорить о работе Кунгурова с Капустиным, они идут вот к созданию такого академического кубыза для игры в симфонических оркестрах. Поэтому это тоже путь поисковый, хотя он тоже, форма его традиционная, вот, но создан он так, что он может работать уже на другом уровне. Поэтому эта тоже линия должна развиваться. Обе линии должны существовать. И сохранение, и вот его развитие, и включение его в новые миры, так скажем, музыкальные миры. Сергей Григорьевич является профессиональным скрипачом. На кубызе исполняет импровизации на народные темы.
Самыми молодыми мастерами являются Евгений Бекузин и Василий Широбоков. Знакомство Евгения с инструментом произошло в фольклорно-этнографическом ансамбле «Чепчерган». Первый инструмент был сделан в качестве дипломной работы во время обучения на кафедре декоративно-прикладного искусства и ремесел Института искусств и дизайна Удмуртского государственного университета. Инструмент был сделан как художественная импровизация на тему традиционного инструмента. Также были созданы еще два кубыза, близкие по форме к инструментам Алексея Анатольевича Кузнецова. Первый инструмент Василия Широбокова по конструкции размером близок к инструменту Миклыша Деметера. В данный момент мастер экспериментирует с вариантами изготовления на базе мастерской деревянных изделий «Асбар». Кубыс используется во многих удмуртских коллективах. Удмуртский государственный театр песни и танца «Айкай». Студия традиционного танца «Эктон Корка». Фольклорно-этнографический ансамбль «Чепчерган». Фольклорно-этнографический ансамбль «Важнин Ключ», а также во многих других коллективах. Ваня на моя газенна дыря.